Дорогие мои друзья, здравствуйте! С вами Лариса Августа, с вами массаж Мира Лига Регул. Итак, есть такой момент во всех практиках, во всех массажах. Не все массажисты об этом знают, и даже не все те, которые себя величают литотерапевтами. Так вот, когда идет 29-й лунный день, а он у нас начинается в 3:54, могу немножко ошибиться, уточните в своем регионе, и до 20 часов 11 минут вечера, опять же, уточните в своем регионе. Так вот, 29-й лунный день, он идет под покровительством лунного ангела Асвада. Опять же, этого лунного ангела могут называть по-разному, но то, что это энергия 29-го лунного дня, это можно запомнить, это несложно. Иногда бывает 30-й лунный день, день лебедя, я вам говорила об этом, но сейчас конкретно хочу об этом явлении сказать. Что же эта лунная энергия любит? Что же этот князь Луны любит и не любит? Так вот. Когда наступает 29-й лунный день, а этот ангел Асвада, он отвечает за обратную сторону Луны, за ту сторону Луны, которую мы никогда не видим. И там его царство, он уходит в эту тень, он уходит по другую сторону Луны и просто не распространяет на нас свою лунную энергию и благодать. То есть там в таинстве с обратной стороны Луны творятся все те проекты, которые этот князь Асвада решил осуществить и потом передаст другим ангелам. А что же делать нам? Нам, жителям Земли, потому что наше тело подвержено влиянию Луны. Наш характер подвержен, наша эмоциональность подвержена. Обратите внимание, на мне нет никаких ниток, никаких браслетов, никаких металлов, никаких камней. В 29-й лунный день я снимаю с себя все камни. Я всегда камни придаю чистке в этот день. Всегда все то, что я ношу, я придаю чистке. В этот день вы можете проститься с теми минералами и камнями, которые уже отработали, которые треснули, лопнули, там были подвержены удару. Все не случайно. Камень взял это на себя. И в этот день, дорогие мои друзья, ни массажем, ни литотерапией я не занимаюсь. Потому что каждому человеку нужно дать простор для его творения внутри. Каждый человек должен понять, что он проделал большую работу со своим телом, организмом, психоэмоциональным фоном. Он много старался или вообще ничего не делал, но в этот день нужно довериться Вселенной и нужно дать возможность отдохнуть своему организму. И не вгонять свой организм ни в какие проекты. Никакие проекты не делать. И, друзья мои, я вас уверяю, отдохните, если вы ритуалите. Сейчас на просторах интернета винегрет с этих ритуалов. Отдохните. Доверьтесь Вселенной. Даже лунные ангелы порой уходят в тень. По другую сторону. Им тоже надо уединение. Теперь тут такое совпадение произошло, которое иногда бывает на небе, но не всегда все 4 явления вместе. И хочу вам сказать, что утром на рассвете в духу выстраиваются такие планеты, как Уран, Нептун, Марс, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Думаю, кто же последним поднимается? Последним поднимается Юпитер. Что меня радует, потому что вначале выходят планеты дальнего неба, такие как Нептун и Уран, а завершает все это планета большого счастья. Это очень радует. Уже утро будет немножко веселее, хотя бразды правления
29-й лунный страж берет в 3,54, ну, приблизительно, в каждом регионе по-разному. Но уже когда восходят эти планеты, дабы не обидеть ни одну из этих планет, потому что и планета Земля очень подвержена их влиянию в этот период, дабы не обидеть ни одну из планет, дабы не обидеть светила, дабы не обидеть никакие узлы, я предпочитаю в этот день никаких практик не делать, никаких камней не надевать, никакую планету не ставить выше над другими, а дать возможность всем этим планетам и светилам, которые трудятся в этот день. А вы знаете, что и лунный узел трудится в этот день, и Раху, которого называют головой демона. Так вот, по ведам, Раху успел усесться, прежде чем ему отсекли голову, между Луной и Солнцем. И он принимает прямое участие в лунном затмении, в солнечном затмении, которое будет именно 12 августа. И вот уже 12 августа наступила ночь, и я вам все вот это рассказываю. Поэтому те планеты, 6 планет, которые я вам перечислила, они восходят на восходе на небодоне. И, конечно же, они будут видимы. Есть планеты, которые видимы невооруженным глазом, есть планеты, которые невидимы. Надо с благодарностью их встретить. И в этот день не рекомендуется принимать душ, не рекомендуется делать никакие проекты, там подписывать. В этот день не рекомендуется каких-то сложностей, потому что совпадает с 29-м лунным днем. Понимаете, очень много совпадений. И, конечно же, не нужно ничего себе планировать. Я бы даже планировала вам не принимать пищу. Возможно, ради себя только я бы этого не делала. Ну, так как я являюсь матерью своих детей, я воздерживаюсь от пищи, и я выполняю вот эту чистку, которая предназначена самой Вселенной. Много говорится о различных событиях, которые будут происходить. Поэтому просто уважайте все те стихии, которые есть, не вносите в свое тело ничего лишнего, не вносите в свое окружение ничего лишнего. Дайте возможность всем энергиям отдохнуть. Помойте накануне свои камни, браслеты, почистите их, можете там завернуть в ткань в чистую. Но ни в коем случае не предавайтесь никаким проектам, планам, действиям таким резким. Пожалейте себя, потому что карма при восхождении этих всех планет будет очень активизирована. И когда наше Солнце в затмении будет закрыто Луной, карма может проиграться очень жестко, а мы же хотим, чтобы она прошла так, по касательной. Поэтому уважаем стихии, уважаем природу, уважаем. И еще есть один момент. Это затмение происходит во Льве. А Лев, он отвечает и за радость, и за детей, и за уважение в обществе, за самореализацию. Поэтому, понимаете, сердце этого затмения и сердце всего гороскопа Лев. И вдруг идет затмение, сердце покрывается вот Луной, выстраивается в одну линию, и в этом работает лунный узел. Зачем нам вносить какие-то сложности в свою судьбу и отягощения в свою карму? Ни в коем случае никого не обидьте, ни в коем случае не злословьте. Если вы в этот день работаете, постарайтесь провести свой рабочий день максимально без конфликта. Даже нос зачесался, это сложно, искушения будут. Постарайтесь провести максимально бесконфликтно.
Но будут и хорошие моменты, потому что уже в 20 часов с минутами, там в каждых регионах по-разному, начинается первый лунный день. И уже Асвада, самый темный ангел неба, передает бразды правления первому лунному дню. И таким образом уже выстраивается вся картина Небодона, что способствует начинанию всяких проектов. Я вам рекомендую после 20 часов вечера, не торопитесь это делать, примите прохладный душ. И уже после 20 часов вечера, если вы не успели сделать это накануне, омойте свои минералы, свои браслеты, подвески, металлы, которые вы носите, омойте. Уберите с них энергии, все тяжелые, сложные, все то, что пережили, и встретьте с достоинством первый лунный день. Освободите свое сердце от всех печалей, все будет позади. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы были здоровы. Загадывайте, кстати, там будет зарипад, как это называется на русском, звездопад. Зорепад, красиво так звучит на украинской мове. Загадывайте свои желания, правда? Потому что зори падают в эту ночь так, как ни в какие другие августовские ночи. И это каждый август происходит, но так как в этом году там большое количество будет происходить небесных явлений, поэтому мне очень хочется, чтобы вы помедитировали о своем здравии, о своем исцелении, о радостях, о всем том прекрасном, которое лежит в глубине вашей души, и вы, возможно, не всегда можете это проявить. Иногда мы думаем, что нас примут как-то неправильно, посмотрят на нас неправильно, ведь добрый человек, знаете, порой дураком считается в обществе. Ну, так иногда бывает. Не всегда это как бы благословляется народом. Поэтому у вас будет время и пережить тяжелые моменты, и встретить прекрасные моменты, которые, опять же, наступают во льве. А это ваши дети, это ваше сердце, это ваше уважение. Поэтому, прежде всего, я вас призываю к уважению, к почтению, к спокойствию. И если вы православный человек, творите молитвы. Если вы мусульманин, читайте суры. Если вы читайте мантры. В любом случае это все поможет. Я вам тоже, как и все, не рекомендую смотреть на солнечное затмение. Это плохо. Это плохо, я объясню почему. Не потому что потому, а потому что наши глаза, вы же видели череп, да, пустые глазницы. Так вот, наши глаза, они напрямую связаны с нашим мозгом. Они напрямую связаны с нашей шишковидной железой. Они напрямую связаны дальше с костным мозгом, со всем организмом. И они напрямую связаны с сердцем. И вот все вот эти совпадения говорят о том, что лучше не глазеть, а дать возможность себе разобраться в себе и попросить, чтобы вся Вселенная забрала все плохое, все войны, все нападения, чтобы дала силы, дала здравие и помогла пережить. Люба моя Україна, я вам бажаю здоров'я всім, а також всім добрим людям на доброй земле. До скорых встреч, мои друзья, я вас всех люблю.